Звонница Свято-Стефановского собора – проект по-настоящему амбициозный. Здесь будет воскресная школа, позже православная гимназия, 50 мелодий в колоколах и даже лифт. Что интересно, возводится она только на деньги благотворителей, а этот поток, как известно, бывает нестабильным. Если мы сейчас не продадим животных, то мы не сможем завтра расплатиться, скажем, да, за звонницу, чтобы дальше она все-таки была залита и фронт работы дальше продолжался. Сезон ведь сейчас идет. Как бы выбор такой, что животных можно приобрести потом, а сезон потеряем. Уже мы не справимся. А нам до конца года только бесплатно дается кран, который вот вы видите возле звонницы. С мотивацией, что называется, не поспоришь. Покупатели решили искать прежде всего в соцсетях, но наш канал тоже не останется в стороне и ради благих целей ищет для звонницы меценатов, даже таким образом обращая внимание новых заботливых хозяев. И хотя редкие животные больше, чем семья, ситуация вынужденная. Епархия готова расстаться с настоящим пони за 78 тысяч рублей. Для декоративной лошадки этой породы такая цена, к слову, средняя на рынке. Но на гораздо больший спрос, безусловно, стоит надеяться в случае с птичьим лотом. Самки зеленых павлинов, которые многие годы жили у священнослужителей в спокойствии и довольстве, готовы поменять хозяев за 10 тысяч рублей каждый. В обиход священнослужителей пони вошел настолько прочно, что владыка не раз даже посвящал ему стихи. Например: «В кафедральном храме Сыктывкара ждет всех лошадь пони, и катанье мама заказала к дню рождения Сони. Мчатся дети радостно по кругу вдоль ограды храма, дарят пони лакомства, как другу. Ох, как рада мама». Впрочем, мера эта временная. Представители епархии от идеи не отказываются, а как только появится возможность, животных снова готовы приобрести. И если все получится, может и девочка Соня из стихотворения «Владыки» снова сможет с ветерком прокатиться вокруг кафедрального собора. Евгений Стокос, Артем Соколов, телеканал Юрган, Сыктывкар.